В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 23 марта отмечается День правовых знаний в Якутии. Сегодня в нашей студии председатель Конституционного суда, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Александр Николаевич Кимкимен. Александр Николаевич, здравствуйте. 23 марта отмечается День правовых знаний в Якутии. Что это за день и с чем он связан? Хочу отметить, что Единый день правовых знаний был учрежден указом президента Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова от 10 октября 2010 года и начал проводиться вот с 23 марта 2011 года. Получается, у нас юбилейный 10-й день правовых знаний. Этот день по истории он связан с тем, что 23 марта 1925 года на Третьем съезде Советов Якутии была принята первая конституция Якутии, нашей республики. Как вы знаете, в 2022 году мы будем отмечать столетие Якутской республики. И, конечно же, когда есть такая взаимосвязь по историческим датам, это очень значимо и это очень ответственно. Каковы организационно-правовые основы государственной политики по повышению правовой культуры населения? Вообще, Якутия является неким пионером в этом движении. Почему? Потому что право же сопровождает каждого из нас вне зависимости от нашего желания с самого момента рождения и до самого последнего дня жизни. И хотелось бы, конечно, чтобы люди понимали, что именно закон является главным, а не какие-то понятия. И в этом отношении я хотел бы отметить, что в 2008 году мы инициировали проект «Правовой всеобщ трудящихся». Тогда я был председателем Федерации профсоюзов, и мы понимали, что каждому работнику не можем прикрепить юрисконсульта, который всегда бы отвечал на те или иные вопросы по вопросам трудового законодательства. Мы должны были возбудить в самих работниках интерес к праву, что они могут создать первичную профсоюзную организацию, что они могут коллективно защищать свои права и так далее. Если такое происходит, конечно же, наши работники могут перед работодателем ставить те или иные вопросы в защиту своих трудовых прав. Далее, в 2009 году мы инициировали принятие первой концепции повышения правовой культуры населения в Республике Саха-Якутия, который был подписан Вячеславом Анатольевичем Штуровым, тогдашним президентом нашей республики. 4 апреля 2010 года уже президент Российской Федерации подписал документ под названием «Основы государственной политики в области повышения правовой культуры населения в Российской Федерации». И действительно, мы сегодня должны реализовывать тот постулат, который определен в первой статье Конституции Российской Федерации, что наше государство является правовым, демократическим, федеративным, социальным, если хотите, светским. А в этом, конечно же, нужно соучастие самих граждан. Если граждане сами будут уважительно относиться к Конституции, к законам, то они на этой основе станут более конкурентоспособными, более грамотными. И, конечно же, это улучшит качество нашей жизни. Что представляет из себя конституционное и правовое просвещение граждан? Если говорить о конституционном просвещении, вот я говорю, что у нас Конституционный суд должен заниматься не только судопроизводством как таковым, да, мы еще должны нести на себя некий груз такой социальной ответственности, когда мы занимаемся конституционным просвещением. Я говорю о том, что основной закон страны или Конституция Республики Саха-Якутия, они должны быть на самом деле настольными книгами. Каждый раз, когда мы перечитываем те или иные положения Конституции, мы его читаем новыми глазами, с высоты прожитых лет, приобретенных знаний, опыта и так далее. И, конечно же, в Конституции определены основные права и свободы каждого гражданина. Там определены основные органы государственной власти: президент Российской Федерации, федеральное собрание, правительство, судебная власть, органы прокуратуры, местное самоуправление и так дальше. Поэтому я считаю, если, допустим, взять Конституцию Республики Саха-Якутия, мы там тоже обнаружим, какие же органы государственной власти реализуют здесь, в
Республики Саха-Якутия, в лице всенародно избранного главы Республики Саха-Якутия, в лице Государственного собрания Илтумен, в лице Конституционного суда Республики Саха-Якутия. Мы должны понимать, что у нас есть три единства власти. Да? Есть законодательная ветвь, которая принимает законы, есть исполнительная власть, которая реализует эти законы, и есть судебная власть, которая контролирует должное исполнение этих законов. А где взять вот простому человеку, да, взять знания правовые, да, где их можно получить, на ваш взгляд, лучше всего? Ну, конечно, на самом деле сегодня мы живем в век информационных технологий. В любой момент мы можем посетить те или иные программы, да, в интернете скачать любой доступ, пожалуйста, Конституцию скачали, Российской Федерации, Республики Саха-Якутия. Ну и время от времени поглядывать. Это развивает. Я вот уже значит, многие годы занимаюсь профессорско-преподавательской деятельностью, и причем не только на юридическом факультете СВФУ, но и на других факультетах, да, когда мы даем основы правоведения, и мы говорим нашим студентам, что право — это не только основной закон Конституции, она имеет различные отрасли. Например, уголовное право — это уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, гражданское право, гражданский кодекс, гражданско-процессуальный кодекс. Вообще отраслей права много, да, и каждый по мере, так сказать, потребностей может с ними ознакомливаться, поскольку все общественные отношения регулируются с помощью права. Государство — это особый механизм, это особая политическая организация, которая с помощью права регулирует все общественные отношения. Мы можем даже говорить о таких вещах, что у нас существует и космическое право, если хотите, есть спортивное право и так далее. То есть это очень интересно, и я всегда говорю о том, что право должны знать не только юристы, любой человек, который себя позиционирует с культурным, образованным человеком, конечно же, должен владеть основами законодательства. Более того, я скажу, что мы виноваты в том, что большое количество экономически активного населения находится в пенитенциарных учреждениях, то есть за решеткой. Да? То есть это мы не доглядели, это мы не предупредили, что незнание законов не освобождает от ответственности. У нас в школах нет уголков правовых знаний. Можно было бы сделать там определенные выписки из Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального, и тогда люди бы понимали, что есть закон и есть ответственность. А мы, вот наша молодежь воспитывает на некоторых западных образцах, да, где можно насиловать, стрелять, грабить, в конце там какой-то счастливый финал с длинноногой красоткой на Гавайях. Но жизнь сурова, она реальна. И в этом отношении я считаю, что на самом деле основы российского законодательства мы должны изучать как обязательный предмет в школьной программе. Когда мы получаем аттестат зрелости, у нас же все прописано, и химия, и физика, алгебра, геометрия, а в каждодневной жизни насколько мы все это используем. А основы российского законодательства, будь то трудовое право, семейное право, оно особо необходимо. Ежегодно проводится юридический диктант. Как можете оценить уровень правовых знаний у якутян? Очень хороший вопрос. Это по инициативе Ассоциации юристов России. У нас в Российской Федерации проводится юридический диктант. И я скажу о том, что мы активно принимаем в этом участие. Конечно же, в сотрудничестве с органами государственной власти, в сотрудничестве с нашими ведущими вузами, будь то СВФУ имени Амосова, будь то АГАТУ, будь то другие средние специальные учебные заведения. И причем мы показываем очень хорошие результаты в плане массовости и в плане качества знаний. Это очень важно. Занимаем 2-е, 5-е, 7-е, вот как минимум место в Российской Федерации. И если по соотношению каждого жителя на 100 человек, мы впереди, можем сказать. Да? И это нас в определенной мере удовлетворяет, но никак не должно успокаивать. Расскажите подробнее о направлениях деятельности Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России. Ну, на самом деле, вот юридическое сообщество республики я возглавляю с октября 1994 года.
И это очень интересная работа. И на самом деле вот юридическое сообщество инициировало ряд очень важных проектов, как то, что мы в 94-95 годах разработали концепцию развития юридического образования в Республике Саха-Якутия. Да? И ученый совет университета в апреле 95 года утвердил данную концепцию, и реализуя данную концепцию, в 2000 году у нас в университете уже образовался самостоятельный юридический факультет, который является сегодня флагманом университета. Далее я хотел бы отметить, что мы проводим съезды юристов. Да? Вот, например, в 2013, 2016, 2019 годах. И они посвящены разным темам. Да? Первый съезд это касался вопросов повышения социальной ответственности юристов. Потом мы говорили о необходимости повышения качества юридического образования. А на третьем съезде мы говорили о том, что юрист именно в условиях цифровой трансформации, как он себя должен вести, потому что определенная категория юристов может кануть в небытие, потому что сегодня развиваются информационные технологии, и такие рядовые, обыденные вопросы мы можем получить ответ, просто включив свой ноутбук, как говорится. Да? А что касается социальной ответственности юриста, то это очень важная задача. Вот, например, я издал в прошлом году книгу, называется «Конституция, государство, общество, социальные обязательства юриста». Я понимаю, что каждый юрист, обладая определенным багажом знаний, хочет их, ну, будем говорить, выставить цену, да, за свои знания, и это естественно. Но с другой стороны, вот, например, для реализации федерального закона о бесплатной юридической помощи мы должны проявить социальную ответственность, прийти и поделиться своими знаниями. И мы единые дни оказания бесплатной юридической помощи проводим все время в постоянном режиме. Это очень важно. Следующий момент, то, что мы 2004 года создали детские академии права. Начали с города Покровска, сейчас он практикуется и в других улусах, например, в Верхневилюйском, Намском, Татинском и так далее, в школах города Якутска. И мы вот с детьми занимаемся. И это очень важно. У детей есть очень большой интерес к праву, и это замечательно. Нашей республике предстоит реализовать новые законодательные направления в связи с проведением в июле прошлого года общероссийским голосованием по изменениям и дополнениям в Конституцию. Расскажите, что в связи с этим предстоит. Ну, конечно же, вот наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин в своем послании еще в январе прошлого года сказал о необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации. Конечно же, Конституция — это живой документ, он не может быть статичен на многие века, как говорится. Да? В него в соответствии с реалиями времени могут вноситься изменения. Да? И эти изменения, конечно же, касаются приоритета российского права, да? О том, что оно должно быть реализовываться, оно должно обеспечивать суверенитет Российской Федерации, оно должно предъявлять соответствующие требования государственным служащим высокого ранга, и поэтому нам предстоит внести соответствующие коррективы в Конституцию, основной закон нашей республики. Вы знаете, что дебатируются разного рода вопросы по реформе парламента и так далее, будет создан Конституционный совет. То есть все эти изменения будут вноситься, и соответствующим образом они пройдут фильтрование в Конституционной комиссии при главе Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Напомню, сегодня в нашей студии был председатель Конституционного суда, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Кимкимен. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.